Дорогие братья и сестры, молитва – это полный способ, как мы это называем, нашего контакта, нашей едности с Богом. Але молитва, которую мы промовляем тут, на могилках, молитва, которую мы узносим за наших померлых, это так само акт нашей веры. Это акт нашей надеи на то, что наше життя, так само як життя наших продків, тих, хто перед нами одійшов з цього світу, що воно не заканчивается. Что смерть – это певная межа, праз которую каждый из нас повинен переступить. Смерть – это певные двери, которые для нас открывают что-то большее. Заважьте, когда мы выходим в дом, когда мы выходим в квартиру, то перед за все выходим в эту прихожку, але мы не ведаем, что далее. Мы повинны открыть эти двери, как перед нами открылся весь дом, как перед нами открылись далее те покои, те помешкания, в котором пробывает наша семья, пробывают наши знакомые. И то же самое, мои дорогие, життем. Той час, в который мы с вами находимся тут на земле, одному Богу ведомо, сколько это будет. Как Слово Божие каже, что мерою нашего человеческого життя есть 70 год, а 80 коли мы моцные. Мы с вами становимся так само свідками, что с этого свету одыходят и больше молодые. З гэтага свету адыходзяць і моладзь, і дзеці, адыходзяць немаўляці. З гэтага свету адыходзяць таксама і тыя, которые праз рукі сваіх бацькоў пазбаўленыя дару жыцця. З гэтага свету адыходзяць тыя, хто не бачыў нават вось гэтага святла, не бачыў гэтага дня, не бачыў восені, не бачыў зімы, лета, не бачыў дня і ночы. Гэта, мои дорогие, для нас таямніца. Таямніца, чаму так адбываецца. Смерть – это то, что принес грех. Смерть, знищение – это то, что принесло в життя человека отступление от Бога, непослухмяность Богу. Праз веру, праз нашу молитву, праз сакраменты мы маем махчимость вернуть то життя, которое было страчено грехом. Вернуть то життя, которое человек свідомо выракся праз то зло, которое чинит. И тому сегодня с молитвою звертаемся до Бога, отдаючи Йому, довіраючи Йому всіх тих, хто близький нашому серцю. Тих, хто, може, вже шмат годов тому назад, в ці опошні дні, одійшов з цього світу. Як тепер вони, стоючи перед Богом, стоючи з тим багажом, який вони здобили для себе за час свого життя, як сподіваючися на Божу милосердність, вони цю милосердність отримали. Так само праз нашу молитву. Слово Божие каже, що Бог справедливо, и Он милосердный, и что милосердность она выше за справедливость. И, мои дорогие, сегодня сподяемся на то, что наша молитва, праз нашу молитву, наши померлые, близкие нашему сердцу, так само осягнуть радость вечного владарства, убачить то вечное светло, которым есть сам Бог. И для нас, мои дорогие, ты, кто еще живет тут на земле, эта молитва, эта процесія на могилках, нехай буде так само виразом віри і сподівання на те, що і наше життя воно не закінчується з моментом нашої смерті. Нехай так само буде сподіванням на те, що наше розвітання з померлими, воно так само часове, що надійде той момент, коли кончатково буде знищена смерть, коли настане то життя, яке дає Бог, то життя, яке для нас відкриє тую пригожость неба, которую Он для нас подрихтовал. Одно, мои дорогие, нехай то життя, которое мы с вами тут присутные еще маем. Неведомо, никто из нас не ведает, чи мы завтра раницей обудемся. Никто из нас не ведает, чи мы еще сегодня вечером вернемся до дома. Тому нехай, мои дорогие, кожная хвилина, кожный момент, кожное мгновение, кожный подих, наш подих, нехай будет для нас махчимостью наблизиться до Бога. Махчимостью одійти от зла, махчимостью быть больше добрым, больше милосердным, махчимостью быть человеком верным, человеком таким, який був створений по образі і подобенстві Божому. І нехай про заступництво Найсвятейшей Панны Марии эта вера у нас узмацняется. Аминь.